Центральная избирательная комиссия России утвердила новый порядок проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию страны. Участки будут работать с 25 июня по 1 июля. Обсудим ситуацию вместе с председателем ЦИК Башкортостана Илоной Макаренко. Илона Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречались весной и тоже обсуждали подготовку. А что изменилось сейчас? Мне бы хотелось напомнить, что 14 марта этого года был принят закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, где полномочия по подготовке и проведению общероссийского голосования были возложены на систему избирательных комиссий. Далее, 25 марта был издан указ президентом России о приостановлении подготовки в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. И вот сейчас, 1 июня, эта работа вновь возобновилась. И единственное, что хотелось бы отметить, таких особых поправок вообще в принципе в процедуру голосования не внесено. Единственное, что будет кардинально изменено, это действительно, что является новым, это беспрецедентные меры защиты граждан наших от возможности заболевания коронавирусом. И участники голосования, и члены участковых избирательных комиссий, и все, кто будет принимать участие в голосовании, они будут максимально защищены, и для этого выделены существенные средства. Каким образом будут приниматься меры безопасности санитарной? Во-первых, в процессе голосования будут раздаваться и маски, и перчатки, и одноразовые ручки для того, чтобы можно было ими использоваться. Члены участковых избирательных комиссий будут также в масках и в перчатках, так же как и наблюдатели, и полицейские, которые на участке будут. Кроме этого, естественно, это коврики, которые будут постоянно обрабатываться дезинфицирующими средствами, антисептики на руки, на ручки, вплоть до ручек сумок, возможно, проветривание постоянное, санитарная дистанция, которая должна будет соблюдаться безукоснительно, и масса других вопросов, которые, я думаю, будут тщательно исполняться и, соответственно, создадут безопасное голосование. Вы сказали, что выделяются существенные суммы денег, а можете ли назвать? Пока они не выделены, я бы не стала уточнять эту цифру, но со дня на день в республику должны поступить эти средства, и тогда мы уже сможем конкретно их оговорить. Хорошо. Коронавирус повлиял на все планы по проведению общероссийского голосования. Если изначально планировалось, что 22 апреля состоится, то теперь выбраны даты с 25 июня по 1 июля. Что будет происходить в эти дни? Действительно, мы открываем наши участковые избирательные комиссии с 25 числа для так называемого досрочного голосования. Это опять же таки связано с тем, чтобы рассредоточить людей и не скапливать их в один день в одном помещении. То есть любой гражданин может, начиная с 25 числа, графики и все прочее, время работы будет дополнительно сообщено, естественно, может прийти на участок избирательный и при наличии паспорта проголосовать в этот день, не заполняя никаких заявлений. И, кстати, хотела уточнить, какие документы понадобятся, только паспорт получается? Паспорт или документ, который заменяет паспорт. То есть, допустим, временное удостоверение в случае, если паспорт, допустим, сдан для замены. Но, опять же таки, новшество заключается в том, что сейчас голосующий не будет передавать в руки члену участковой избирательной комиссии свой паспорт, достаточно будет его открыть и указать данные, чтобы были видны данные, чтобы сверить с списком, и, соответственно, никакого контакта в виде передачи паспорта уже не будет. А в целом, как будет проходить само голосование? Работа участков, работа тех сотрудников избирательной комиссии? Мы таким образом это представляем. Значит, в дни голосования, во-первых, на входе избирательный участок будет лежать коврик, как я уже сказала, который будет обрабатываться постоянно. Будет стоять человек с термометром и проверять температуру. Каждый голосующий получит одноразовые перчатки, получит маску при необходимости, ручку. Далее руки его будут обработаны антисептиком. Проходит он, берет, показав паспорт, бюллетень. В нем будет один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Соответственно, ответы «да», «нет».
проставляется какой-либо знак в квадратик, в один из квадратиков, и опускается в ящик для голосования. И на этом все. И мы постараемся развести входы и выходы, опять же таки, чтобы минимизировать контакты граждан друг с другом. Если произойдет такое, что у пришедшего для голосования человека выявят повышенную температуру, сможет ли он проголосовать, если да, то каким образом? Но если он на входе будет выявлена высокая температура, то он будет отведен в специальное помещение, и ему будет вызвана скорая помощь. Но, естественно, что он уже сможет проголосовать в переносной ящик, который ему будет предоставлен. Ну и, конечно, пожелание очень такое настойчивое о том, что, уважаемые наши граждане, пожалуйста, с температурой не надо выходить из дома, берегите себя и, естественно, берегите людей, которые вас окружают. Как вы считаете, с 25 июня до 1 июля какое количество избирателей проголосуют? И вот 1 июля будет ли сильнейшая нагрузка в этот день, допустим? Не могу сказать конкретные цифры голосующих, естественно. Я всегда говорю, что я, к сожалению, не умею гадать. Но мы надеемся, что вот в эти дни мы проведем работу такую информационную, и мы надеемся, что эти граждане будут рассредоточены именно вот за эти дни, поскольку мы постараемся развесить плакаты, где будем говорить, когда бы мы хотели увидеть вот жителей того или иного дома на участке. То есть, постараемся. Естественно, что это не будет обязательной какой-то инструкции, это будет рекомендательного характера все. И надеемся, что как-то будет все постепенно, и более того, поскольку мы сможем разворачивать участки еще и непосредственно в местах компактного проживания людей, то, опять же таки повторюсь 10 раз, наверное, что надеемся, что у нас это все получится плавно. Если на избирательных участках будут очереди, то какие меры будут приниматься тогда? Это обязательно 2 метра дистанция. И постараемся в помещение, будут контролировать специальные люди, что в помещение заходили люди, не скапливались, не контактировали друг с другом, а проходили через определенное расстояние. Илона Анатольевна, во всех российских регионах обсуждается возможность проведения электронного голосования. Да, какая ситуация с этой точки зрения у нас в Башкортостане? Мы пока не будем принимать участие в электронном голосовании. У нас в России обсуждается действительно этот вопрос электронного голосования, но в эксперименте будут принимать участие не более 3 регионов. И в первую очередь, конечно, это Москва, поскольку она уже принимала участие в этом эксперименте. Здесь есть масса еще вопросов таких спорных, нерешенных, и много дискуссионных моментов возникает. Поэтому мы пока повременим с внедрением этой технологии в процесс голосования. Но видите ли вы в этой системе потенциал? Да, конечно. Я думаю, что при достаточной апробации и внедрении этой технологии в таких более, скажем, технологически развитых регионах, может быть, это действительно в дальнейшем будет использоваться повсеместно. Голосование на дому. Как будет организован этот процесс? Голосование на дому, естественно, у нас будет обязательно применяться, и мы этот процесс постараемся организовать максимально бесконтактным способом. Технологию представляем таким образом. Во-первых, граждане, те, кто болен или маломобилен, или, просто по каким-либо причинам не может выйти из дома, они могут по телефону, могут лично, могут через волонтеров передать информацию о том, что хотят проголосовать на дому. Соответственно, члены участковой избирательной комиссии с наблюдателями в защитном халате, в маске, в перчатках с антисептическими средствами и со специальным пакетом, в котором будет укомплектовано, у нас будут укомплектованы эти пакеты, в них будет лежать также маска, перчатки, ручка, заявление, бюллетень и антисептическая салфеточка. Идут к гражданину, который пожелал проголосовать на дому, обрабатывают ручку, соответственно, двери и замок, звонят в дверь. Я уж так детально вам объясняю. Конечно. Этот мешок, он, вешается на ручку двери, человек выходит, соответственно, член участковой избирательной комиссии с наблюдателями отходит там на такое неопасное, безопасное расстояние, это 2 метра считается, 1,5-2 метра. Ему показывает гражданин свой паспорт, соответственно, для того, чтобы сверить личность, берет
этот мешочек, заходит домой, перчатки одевает, обрабатывает салфеткой руки при необходимости, ручкой заполняет, которая также в этом пакете будет, заполняет заявление, подписывает и заполняет бюллетень. И, соответственно, дальше он в переносной ящик кидает уже бюллетень и отдает заявление. Но мы продумаем, конечно, этот механизм, но, скорее всего, это будет, допустим, какой-то пакет специальный для заявлений отведенных. Ну и таким образом голосование будет состоявшимся. В целом, работа наблюдателей, какое количество их ожидается и от каких институтов общественных? Пул наблюдательского института формирует у нас общественная палата. Обращаться к ним могут все, кто имеет такое желание проучаствовать в голосовании в качестве наблюдателей. Ну и мы надеемся, что наблюдателей будет очень много, потому что голосование на дому будет также в течение 6 дней проходить. И, соответственно, каждому члену участковой избирательной комиссии необходимо идти на голосование с 2 наблюдателями. Поэтому мы надеемся, что наблюдатели будут нам помогать в этом процессе, вот, и играть свою роль, важную очень. Илона Анатольевна, приглашение на выборы. В СМИ появлялась информация и о том, что такая работа проводится. Расскажите о ней поподробнее, пожалуйста, есть ли эффект? Приглашение на выборы мы считаем очень эффективны, но, к сожалению, опять же таки в связи со сложившейся обстановкой, мы не будем ходить по домам и приглашать для голосования. Но это не означает, что мы оставим без внимания наших граждан, потому что мы изберем другую форму. Это, скорее всего, будут плакаты, это будут, возможно, это будут приглашения, но несколько иные, потому что мы не будем заходить в каждую квартиру, то есть подомового поквартирного обхода не будет. Но, допустим, с обозначением порядка голосования и места, времени и условий, какие необходимо будут соблюдаться, возможно, что в почтовые ящики мы такие приглашения все-таки разнесем. Работа обсерваторов тоже интересует, как будет проводиться процесс голосования там, потому что многие люди, они тоже на самоизоляции находятся. Вот именно в обсерваторах предусмотрена ли эта часть? Нет. Не будет? Нет, не будет голосования, потому что давайте объективно смотреть все-таки на реалии жизни и не будем подвергать опасности никого абсолютно, значит, для вот этого вот, для этих процедур. Голосование по почте и онлайн-голосование по интернету – это будущее наше близкое? Ну, с почтой как-то у меня очень скептическое отношение. По почте у нас голосования нет, и я не знаю, стоит ли обсуждать этот вопрос. А по поводу интернет-голосования мы с вами уже проговорили. Мобильные избиратели, Илона Анатольевна, какая ситуация здесь? Мобильный избиратель, так же, как и ранее на выборах, будет функционировать. Начиная с 5 числа заявление для голосования по местонахождению можно будет уже подавать, то есть с завтрашнего дня, в МФЦ, на едином портале госуслуг и в территориальных избирательных комиссиях. И начиная с 16 числа, причем вот в эти вот органы до 21 июня, и начиная с 16 числа уже можно будет подавать такое заявление непосредственно в участковой избирательной комиссии. Какой процент от общего голосования, как вы считаете, может именно в мобильном избирателе пройти? Ну, по ожиданиям. Я не могу сейчас ничего прогнозировать, потому что форм и видов голосования, которые будут сейчас применяться, беспрецедентное количество, и поэтому, если, допустим, традиционно мы могли там сказать, что это процентов 10-20 будет мобильное голосование, то сейчас говорить о том, как оно будет все складываться и где какой процент будет голосующих, я не стану. Ну и в завершении нашего разговора, можете ли вы предварительные итоги подвести? Таки стало ли это шоком вот ситуации с коронавирусом для избирательной системы? Все-таки тема обширная, голосование за поправки в Конституцию, да, и очень сильно она обсуждалась в СМИ. Вот коронавирус стал ли шоком для избирательной системы, чтобы пришлось все переформатировать? Ну, коронавирус, наверное, стал шоком вообще для всей страны, потому как мы впервые вот в такой ситуации за последнее время. Но для избирательной системы понятно, что пришлось отложить то, что механизм уже заработал, и пришлось его приостановить, но после того, как было объявлено о том, что дата обозначена, этот механизм снова заработал. И понятно, что, наверное, будет сложнее, потому что вот мало того, что нужно
процедуру голосования провести легитимно и максимально красиво, так скажем, да, чтобы не было ни у кого претензий относительно того, что мы работаем неправильно как-то. Но здесь еще и плюс накладывается то, что перед нами стоит большая задача сберечь здоровье граждан и голосующих, и тех, кто у нас работает, наших коллег, максимально уберечь их от заболевания, и чтобы наконец-то мы выдохнули и сказали, что наш коронавирус завершился, по крайней мере, эта волна. Спасибо, Илона Анатольевна. А я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения была председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко. И мы говорили о том, что общероссийское голосование за поправки в Конституцию страны пройдет с 25 июня по 1 июля. Обязательно участвуйте.